Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И я только что приехала, можно сказать, из рынка, из магазинов. Я хочу вам показать свои покупочки. Я часто смотрю канал «Я люблю тебя, жизнь» с Марией Андреевной. И люблю смотреть, когда она показывает свои покупочки. Ну и думаю, я что-то тоже давно ничего не показывала. Покажу-ка свои покупки сегодня. Ну, начну пока вот с еды, хотя куплено не очень-то много, но потрачено денег нормально. Вот сумма, которую я потратила в одном оптовом магазине, 2615 рублей. И еще я там же купила молоко, упаковку. Корова уже не доится 2 недели и уже накладно. Вот 762 рубля стоит молоко 3,2. Эконом я купила сегодня, не стала покупать другое молоко. В принципе, мне кажется, в этих пакетах одно и то же молоко во всех. Просто иногда бывает нужно, приезжают детки, внуки вернее, и маме. Утром кашку, в принципе, в основном она у нас. Дело в том, что яйцо ей тоже часто же нельзя, поэтому я стараюсь ей обязательно делать кашей. Утром, иногда вечером, ну, чередую по-разному. Значит так вот. У нас в магазинах оно, конечно, дороже, поэтому взяла оптом все равно. Что я купила дальше? Вот мне там одна писала, почему вы не подготовились, цены не выписали. Ну, друзья, у меня столько времени, к сожалению, нет, наверное, чтобы выписывать, что сколько стоит. Но все равно тут в основном стоят ценники прямо на упаковках. Купила перловую крупу, ну, это в основном для моего питания, но хотя рассольники у меня любят. 51 рубль вот такая вот перловка. Это для моего питания тоже гречка зеленая, но она стоит намного дороже, чем обычная гречка. Так, ну сейчас я быстренько найду, наверное. Быстренько не получается, да? Ну ладно, пока оставим. Посмотрим потом, сколько она стоит. Так, масло сливочное, значит, брест-литовское, 82%, 82,5% стоит 400 грамм, 330 рублей, друзья. Так, сыр голландский купила на 368 рублей, он стоит 776 рублей за килограмм. Вот, сыр голландский, чабан. Вкусно. Купила сметану чабан 15%. Это для меня самой. Мне жирнее нельзя. Вы знаете, что я на правильном питании. Поэтому такой жирности сметанку купила. А для домашних у меня есть ведерочка. И оно стоит 90 рублей. Сметана. Так, купила тоже творожный сыр Хохланд. Тоже для меня. Сейчас, минуточку. — 288 рублей стоит сыр Хохланд. Хлебцы купила за 41 рубль. Тоже хлебцы для меня. Значит, купила еще творог 5%. У меня есть творог в морозилке свой домашний, замороженный. Но я купила этот для себя просто тоже, раз уж 5%, я не могу сказать, сколько там процентов мой творог. Творог стоит 129 рублей. Дороговато, конечно, но что поделать. Наверное, уже не буду больше его покупать. Купила, потом задумалась, я же могу домашний просто сделать поменьше. Приправа для рыбы стоит 55 рублей. Вот эта вот приправа для рыбы стоит 55 рублей. Так... А перец лимонный стоит 46 рублей. Мне нравится. Вот перец лимонный нравится в рыбу добавлять. И эта приправа тоже. Просто взяла, раз попала в этот оптовый магазин, потому что я не каждый раз туда езжу. Поэтому вот так вот купила. Так, это и растительное масло купила. Значит, растительное масло купила злато. Мамруковское за 107 рублей. Вот оно, мамруковское. И злато вот такое купила за 114 рублей. 4 бутылки. И купила лоток вот этих вот белых яиц за 220 рублей лоток. Вот, короче, 2615 и 762 я потратила в этом магазине. Сейчас это
Так, это я потом хозяйственное попозже покажу. Ну и просто забежала на рынок рядом, там купила помидорчиков немножко, тоже для моего питания. Зеленушки, всегда нужна зелень. И кабачок с баклажаном купила, тоже для своего же питания. И одну курочку за 380 рублей. Это и 3 булки хлеба взяла. Вот так вот, друзья. Ну, сейчас я это немножко приберу и покажу хозяйственные товары. Так, купила вот такую вот пленку на стол. Стоит она 865 рублей метр. К сожалению, у них бывало и потолще, она не такая толстая, какую бы я хотела, но тем не менее. Она предотвратит вот эту вот клеенку, а то мне надоело постоянно покупать эти клеенки. Купила вот такой вот порошок. Я когда-то покупала маленькие пачки, этот АБЦ, он очень хороший, ну и этот сейчас очень, тоже некоторые наши женщины рекомендовали, что у них хороший такой порошок. За 1050 рублей купила 9 килограмм. Ну, он такой универсальный, и белое, и цветное. Ну, купила еще вот совсем для черного белья. Вот этот вот, ну, я не знаю, сколько он стоит, у них чеки не пробивались. Купила вот эти вот 260, по-моему, рублей пачка, упаковка салфеток, потому что постоянно нужны, заканчиваются. И купила вот такой вот кондиционер для белья, тоже АБЦ из этой серии, очень нежный запах, за 424 рубля 5 литров. Так, ну вот такие вот еще мелочи. Купила вот такие 3 тряпочки для себя. Нравятся мне эти тряпки, они хорошо впитывают воду. И такие мне нравятся тряпочки тоже. Постоянно бывают нужны. Купила 2 мыла Дав, детский крем. Вот такое вот моющее средство для посуды. Антабакс, по-моему, называется. Очень хорошее средство, рекомендую, если что. Густое, хорошее. Ну, азелит купила. На духовке надо обязательно. Духовку не чистила я после последнего заказа. Духовку вычистить. Так, это было в одном магазине. Клеенку вот эту и вот эти вот вещи в другом магазине. Короче, вот это вот я не помню. За 2 с чем-то, по-моему, было там в магазине. Точно не могу вам вспомнить. Ну, а здесь, в этом мегамаркете, 2495 один чек и на 2000 другой чек. Так, ну это в мегамаркете я уже в другом магазине купила, значит, вот такая вот щетка. Сейчас, минуточку. И вот еще вот. Вот эта вот щетка мне очень нужна. Между газплитой и столешницей у меня щель. И бывает очень сложно вычистить. Поэтому вот такую вот тонкую щетку я хотела. И купила. Она, по-моему, 165 рублей стоит, да. Так, что дальше? Вот такая вот мерная кружечка. Это у меня уже совсем старенькая моя была. Сейчас, друзья. Сейчас. 110 рублей мерная кружка, 160 рублей щетка и клеенка на 2 метра на 1730. Это вот 2000 чек. Так, дальше купила вот такую вот себе кофемолку. Давно хотела купить. Вот такая кофемолочка. Значит, кофемолка у нас стоит, сейчас, минутку, 840 рублей. Так, купила вот такую вот маленькую терочку для чеснока. Аишка очень удивлялась, ей 15 рублей она стоит. Так, детки уехали уже. Что я еще купила? Банки вот эти вот для сыпучих продуктов. Значит, одна стоит 300 рублей, которая поменьше, и 325 рублей, которая поменьше. Ну, наоборот, это 325 рублей, а это 300, короче говоря, вот так вот. У меня есть такого рода мои банки, вот понемножечку подкупаю, потому что у меня их мало для сыпучих продуктов. Так, купила себе весы, все, собиралась. Сейчас, минуточку. Значит, вот такие весы купила себе, как вот, видите, говорила вам, что мне надо купить себе весы. У меня-то большие есть, но на правильном питании мне приходится прям 10, 50, 20, 30 грамм взвешивать. И не всегда бывает охота возиться с большими весами, доставать их. А вот эти вот будут удобные. И, друзья, вот я же говорила, ну, я не знаю, уже не знаю, как
каждое слово нужно просто продумывать, наверное, миллион раз. Если я там говорю, что я хочу, например, купить... Ой, вот мне нужно купить кофемолку, я забыла. Я, по-моему, несколько раз это сказала. И говорила даже про весы как-то, вот что хочу купить, не надо купить. Это же не значит, что я прошу кого-то это все покупать. Я просто делюсь, как обычно, там, с подругами, с кем. Это же не значит, что если мы, например, даже вы, вот кто некоторые мне это пишут, ну, не знаю, вы общаетесь с подругами или нет. Обычно же мы как? Вот мы делимся, говорим, вот я хочу это купить, вот мне это надо купить. Или скажу, что вот была в магазине, вот забыла я себе купить вот это вот, например, что-то, да. Вот несколько раз была в этом мегамаркете и забывала себе купить кофемолку. Ну, вот не все же заходит в голову. Но это же не значит, что я прошу, пожалуйста, не говорите мне это, не пишите об этом, ни у кого, ничего, никогда я в своей жизни не просила и не прошу. Сколько, что у меня есть, у меня есть. Ну, а то, что люди мне дарят от чистого сердца, от чистой души, я же не могу им это запретить. Я не знаю, почему так пишут, почему так говорят. Ну, ладно, не хочу об этом. Ну, вот все, друзья. Теперь мне нужно приготовить ужин, уже пора. Мне самой ужинать пора, и домочадцев кормить пора. Просто хотела с вами поделиться небольшими своими, можно сказать, даже уже по деньгам большими, но так небольшими покупками получается. Да, и забыла. Мне еще это Мадина утром, говорит, сама себе купила, но ей их слишком много. Оказывается, она 2 упаковки купила. Вот таких вот баночек тоже. Для специй красивых, правда, красивые баночки. Тоже у меня чаев разных много. Вот понемножечку все эти чаи, наверное, сюда и пораспакую. Я покупала же разные чаи. Ну и а для перцев, для этих у меня есть квадратненькие. Да и это можно, просто мне надо будет купить вот эти вот этикеточки, надписать. Ну, короче, в хозяйстве все пригодится. Вот так вот. Я не снимала, как готовила, но это у меня борщ и хингалыш, лепешки с тыквой на заказ. Ждет такси, все отправляю.